Соборная мечеть Ар-Рахим будет достроена. Такое обещание в праздничный для мусульман день дал глава республики. Ради Хабиров сегодня осмотрел религиозный объект и провел там рабочее совещание по завершению строительства мечети. Подробности в репортаже Руслана Батыргариева. Ограждение, которое будет ставиться, образец у нас вот такой, будет ставиться на смотровых, точно так же будет ставиться у нас на спускающих лестниц. Заливку основания под смотровые балконы завершили, с элементами ограждения определились. Директор подрядной организации рассказывает главе республики, каким будет внешний облик соборной мечети Ар-Рахим. Ильдар Садыков – автор проектной документации в части устройства фасадов. На сегодняшний день работы по облицовке объекта выполнены на 18%. То есть у нас 82% работ еще необходимо будет выполнить. На данный момент идет производство работ по облицовке фасадов нижней части минарета, всех 4. У нас на сегодняшний день выполнена разметка, установка части кронштейнов под системой, залитая опалубка смотровых балконов. В обустройстве фасадов строители будут применять греческий мрамор месторождения Тассос. Международный контракт на поставку облицовочных материалов заключен. 75% крупногабаритных изделий из камня изготовлены и готовы к отправке. В ближайшее время предстоит привести в порядок и внешний вид центрального купола мечети. Недавно под строительными лесами сооружения заменили деревянное покрытие. Обследование металлоконструкции купола завершилось. Подрядчики ждут результатов и выводов строительно-технической экспертизы. Если все будет в порядке, строители приступят к облицовке барабана центрального купола. В ходе осмотра мечети Радио Хабирову доложили об итогах комплексного обследования несущих и ограждающих конструкций, а также инженерных сетей. Состояние монолитных конструкций признано удовлетворительным. Обследование сделали, так? Так точно. Все обследования получили? Практически, да. Мы по ходу еще идем. Если что-то открывается... Ну, то есть для начала работ обследование сделали, так? Однозначно, да. Хорошо. Нормальные инженерные сети не закончены. Самое главное... Что? Инженерные сети не закончены. Для работы нормально. Все, то есть мы можем начать, да? Глава Башкортостана поручил предоставить ему поэтапный план всех строительных работ и обсудить на рабочем совещании проект развития территории вокруг мечети совместно с представителями Духовного управления мусульман республики, инвесторами и заинтересованными лицами. Соборную мечеть Ар-Рахим в Уфе начали возводить еще в 2006 году. Строительство велось разными инвесторами с переменным успехом и большими перерывами. В сентябре 2023 глава региона провел совещание по вопросам возобновления работ. Это очень важное решение. Дело в том, что исторически мечеть была заложена в связи с юбилеем 450-летия вхождения Башкирии в состав России в 2007 году. И вот в этом году, в год юбилея уже Уфы, 450-летия основания Уфы, глава республики принимает судьбоносное решение достроить эту мечеть. Это украшение города. Сегодняшнее решение, оно продуманное, оно необходимое, оно ожидаемое, ну, конечно же, оно для нас всех радостное. Во втором квартале 2024 года планируется приступить к поэтапному завершению фасадных работ на соборной мечети Ар-Рахим. Не менее масштабный объем предстоит выполнить непосредственно внутри огромного здания, молельные залы которого в будущем смогут вместить до 10 тысяч верующих. Руслан Батыргариев, Булат Садриев, Рустем Галямов. Новости. Уфа.